понедельник вечером в дежурную часть обратился владелец автомашины Toyota Carib. По его словам, трое мужчин на 17-м квартале с помощью ножа и обреза завладели стареньким универсалом. Полиция объявила план «Перехват». Через некоторое время автопатруль ГАИ заметил российскую автомашину на Наумском тракте и принял меры к преследованию. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке злоумышленники не реагировали и продолжили движение на высокой скорости. При подъезде к поселку Жатай к преследованию присоединилась автомашина дежурной части местного отдела полиции. Стражам порядка удалось блокировать злоумышленников и задержать. Полицейские взяли тепленькими 3 жителей Нюрбинского района. У них изъяли нож и этот обрез вертикалки 12-го калибра, заботливо спрятанный под задним сиденьем авто. Престарелый ИЖ с обкорнанным стволом и прикладом был не заряжен. По результатам экспертизы удалось установить, что отчасти он принадлежал одному из земляков подозреваемых. В ходе проверки отдельных агрегатов изъятого оружия было установлено то, что севье зарегистрировано на жителя Нюрбинского района. Остальные части в базе данных МВД не значатся. В настоящее время ведутся мероприятия по розыску владельца данного оружия. До сегодняшнего дня 3 задержанных были в изоляторе временного содержания. Полицейские следователи возбудили уголовное дело по статье «Угон автотранспортного средства группой лиц с угрозой применения насилия». Сегодня решением Якутского городского суда по ходатайству следователей их направили в СИЗО. Установлено, что у него была активная роль. Данный обрез он представлял горло потерпевшего. Если бы водитель не выбежал из машины, это еще неизвестно, чем бы вообще все закончилось. То прошу удовлетворить ходатайство в полном объеме. Стоит отметить, что 2 задержанных ранее уже привлекались за кражи и хулиганство. Следствие по данному факту продолжается по части 4 статьи 166 Уголовного кодекса России. Подозреваемым светит до 12 лет лишения свободы. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Якутск.